Сотрудничество Коми с крупнейшей в мире нефтегазовой компанией Shell с сегодняшнего дня подкрепилось социальной составляющей. Между правительством республики и главой российского филиала Shell подписано доп. Соглашение. Напомним, базовый документ появился еще 2 года назад. Сейчас в распоряжении предприятия 2 лицензионных участка в Воркутинском районе, где в скором времени могут начаться геолого-разведочные работы. Любовь Лапина о деталях. Развитие топливно-энергетического комплекса для Коми, безусловно, приоритет. С таких слов начинает встречу с иностранными инвесторами Вячеслав Гайзер. Сегодня это одна из самых высокотехнологичных отраслей республики, и власти стараются создать все условия для ее дальнейшего развития. Даже несмотря на непростые времена, Коми сохраняет налоговые льготы для реализуемых на территории республики проектов. Компания Shell ценит такой подход и особо подчеркивает, планов менять не собирается, даже несмотря на нынешнюю непростую экономическую ситуацию. По тем проектам, которые мы делаем, это ни в коем мере не отразится. Потом все-таки концерн, он планирует же свою работу на долгосрочной основе. Нидерландско-британский концерн имеет столетнюю историю добычи нефти и газа в 70 странах мира, а потому к сиюминутным похолоданиям в мире относится, похоже, с легкой долей прагматизма. Shell позиционирует себя как социально ответственную компанию, потому непосредственную работу над имиджем перед населением ставит как неотъемлемую при работе в любом регионе. Коми не исключение. Согласно дополнительному соглашению, западный инвестор окажет благотворительную помощь воркутинскому интернату. Это выделение средств на приобретение компьютерной техники, учебных пособий, то есть всего того, что позволит детям Воркуты развиваться, постигать новое и делать это на высоком современном уровне. Несмотря на столь длительный переговорный процесс, базовое соглашение с республикой появилось еще в июне 2013-го. До сегодняшнего дня о вхождении компании Shell в Коми обе стороны говорили весьма осторожно и без конкретики. Все эти планы, они не одномоментны, и это и тоже понятно, потому что речь идет о программах, которые требуют колоссальных капиталовложений, это во-первых, а во-вторых, колоссального объема работ, изыскательских, проектных, экспертизы и так далее и тому подобное, и в том числе и подготовки кадров. Компания уверенно присутствует в Западной Сибири и на Сахалине, но Коми в этом списке, как нефтегазовый регион, безусловно, ближе к Европе. Сейчас в расположении Shell 2 участка в Воркутинском районе. Концерн только готовится приступить к изучению их возможностей, а потому говорить об объемах инвестиций рано, но первый детальный разговор для нас, безусловно, событие. Любовь Лапина, Павел Фетисов, телеканал Юрган.